Друзья, я не говорил вам об этом раньше, я только говорил о том, что я считаю себя экспертом Duolingo, так как я работаю над составлением диалогов в большой команде энтузиастов и волонтеров из разных стран. Но тут еще есть один момент. Я сам решил поставить себе челлендж выучить турецкий язык к январю за 1,5 месяца. И да, я сейчас активно занимаюсь. У меня есть потенциальный ученик из Стамбула. Говорит он, разумеется, по-турецки. Он учит русский язык, чтобы изучать прусский, потому что он уже 1,5 года пытается выучить язык самостоятельно. И самостоятельно у него не очень получается, потому что материалов по прусскому языку на турецком языке, к сожалению, еще нет. А я, соответственно, решил пойти ему навстречу и выучить турецкий язык. Да, я с ним иногда работаю, как переводчик, очень редко перевожу с турецкого языка различные документы. Но одно дело переводить с языка, другое дело общаться на языке, правильно? Вот я себе поставил челлендж. Я активно изучаю турецкий язык на Duolingo. Нахожу очень много параллелей между турецким языком и прусским языком, хотя, казалось бы, это совсем разные языки из совсем разных семей. И семантические, и грамматические, и лексические — это разные языки, но все равно параллели везде можно найти. Разумеется, в том же Duo Stories, где я работаю над диалогами на прусском языке, есть диалоги на турецком языке. Соответственно, я думаю, что мы будем их использовать в отправную точку, потому что очень легко показывать сразу переводы не отдельными фразами и словами, а диалогами, где ты можешь показывать сразу не поодиночке параллели, а по 20-30 штук за одно занятие. Но в любом случае я хочу, чтобы вы мне пожелали удачи в этом нелегком деле. Начинать учить новый язык в 43 года — это, в принципе, даже психологически непросто. Но я стараюсь, я задался себе целью, я знаю, что я от этого не отступлюсь. И если кому-то нужна помощь с языками в Duolingo, всегда вы можете обращаться ко мне. Я эту систему знаю хорошо. Некоторые преподаватели считают, что Duolingo ничего не дает. Duolingo прежде всего дает понимание того, что языки нужно учить систематически. Нужно учить их каждый день. Хотя бы по 15, 20, 30 минут, уже сколько вы себе можете позволить, но каждый день, ежедневно. Ежедневная практика в нашем деле решает намного больше, чем что-либо еще. Учите языки каждый день, не сдавайтесь, верьте в себя, и все у вас получится.